Парламент рассмотрел поправки в закон об историко-культурном наследии Республики Абхазия. Депутат Ахрабжани отметил, что в закон будут включены дополнительные статьи, регламентирующие процедуру изменения формы собственности, права, обязанности, а также льготы владельцам объектов историко-культурного наследия. Поправки в закон об историко-культурном наследии были приняты в первом чтении, однако они требуют доработки, которые необходимо внести в течение 10 дней для их принятия в окончательном чтении. Представляя законопроект об оружии, депутат Беслан Губаз отметил, что закон призван регулировать правовые отношения в сфере оборота оружия. Он также добавил, что необходимо установить на законодательном уровне механизмы оборота оружия, правила его приобретения, хранения и ношения. Важно, чтобы в документе был соблюден баланс прав и обязанностей, разработаны механизмы пресечения незаконного оборота, отметил депутат. Подготовка законопроекта проведена на основе анализа положительных международных правовых актов, действующих законов и иных нормативных правовых актов Республики Абхазия, регулирующих оборот оружия. Учтен положительный отечественный и зарубежный опыт правового регулирования оборота оружия, примененный в современных условиях. Конституция Республики Абхазия не исключает возможности обладания оружием на законных основаниях. Тем самым право гражданина иметь собственности оружия, хотя и не будучи конституционно закрепленным, приобретает конституционное значение. Это обязывает государство гарантировать его защиту на основе вытекающей из статей 11, 12, 13, 31 и 34 Конституции Республики Абхазия принципов равенства, справедливости и соизмеримости. Законопроект об оружии был принят в первом чтении. Тайным голосованием депутаты приняли постановление назначения Атгура Агрба членом правления Национального банка Республики Абхазия. Депутат Дмитрий Гумба представил проект постановления о переименовании села Арсаул Гудаутского района Приморское. По его словам, за переименование выступили более 700 жителей села, а также глава сельской администрации. В прописках до сих пор ставится печать село Приморское. Школы называются приморские школы. Так что ничего не изменилось. И жители села, порядка более 700 подписей, в оригинале они у меня здесь лежат, обратились с пожеланием вернуть прежнее название. Обсуждая проект, председатель комитета по языковой политике и демографии Валерий Кварча напомнил, что Арсаул отмечен на карте Абхазии с 1912 года. Это первая карта, вышедшая на абхазском языке. При этом депутат подчеркнул, что вопрос о переименовании села уже рассматривался и был отклонен, и сам он против решения о переименовании. По его словам, всякое переименование должно соответствовать исторической действительности, национальной языковой политике государства и целесообразности. А в этом постановлении ничего этого нет, просто есть чье-то желание, уверен Валерий Кварча. Я против Приморска, конечно, ничего не имею, но в России под названием Приморское есть города, села, их не менее 60, даже больше. Сама вся республика наша, она Приморская республика. Почему, скажем, вот это, рядом с Новым Афоном кусок земли будет называться Приморская, а почему, скажем, азербайджане Приморское население, там, почему не город не будет Приморская и так далее, и так далее. Депутат парламента Беслан Губаз считает, что подобные решения, конечно, необходимо обсуждать при участии ученого сообщества, широкой общественности. Если мы сегодня говорим, аргументируем, там, абхазские названия там, и так далее, ну давайте пройдемся. Пицунда в 1968 году появилась, точно не абхазская, там Алза надо назвать. Давайте, что мы будем делать? И возьмите Новый Афон. Новый Афон это что, абхазское название? Греки, кажется, да, назвали. Если мы так пройдемся, с Сухума начинаем, мы все будем переделывать на абхазский, наверное, скоро Пицунду не будут узнавать, потому что это не Пицунда, а и все остальные. Поэтому, наверное, если что-то было, нужно оставить. По результатам голосования мнения депутатов разделились. 18 проголосовали за, 4 против, 2 воздержались. Таким образом, селу Арсаул возвращено название Приморское. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.